Ведь действительно оказалось, что Россия крайне важный переговорщик в этой теме и крайне важный игрок. Что вы думаете, Николай Николаевич? Я, честно говоря, не вижу пока никаких реальных результатов. Я вижу только один, когда в прошлом году... Ну, как деэскалация какая-то произошла. Когда Помпео приезжал в Сочи, это тема Ирана, это единственное, по которой Ушаков не высказался никак. Он сказал, что ее обсуждали, но о чем я говорить не буду. И пока меня беспокоит то, что наши поставки оружия Ирану задерживаются. Именно противоракетной обороны С-300. Мы им обещали, потом санкции вводили. Помните, американцы очень умоляли. Да, ну и потом объясняли, почему не поставляем, потому что Израиль волнуется. Да плевать на Израиль. Причем тут Израиль? Это система противоракетной обороны. Да. Это нормальная оборонительная система. Причем тут Израиль? Я не могу потому понять. что она накрывает все аэродромы. Из С-300 нельзя попасть по Израилю. Это не система земля, ракеты. Поэтому надо меньше обращать внимание на Израиль. Это страна-агрессор, оккупирующая часть территории сопредельных стран. Иран против кого-то воевал? У нас отношения и с Ираном, и с Израилем. Мы хочется сохранить и там, и там. Иран, вы знаете, кто такой Сулеймани? Сулеймани — это человек, спасший нашего летчика в 2015 году, которого сбили наши друзья-турки. Одного они расстреляли в воздухе, вы знаете, да? Другого. Операцию по спасению руководил лично Сулеймани. Там было 8 бойцов Хизбаллы, которые американцы считают террористами, 16 сирийских спецназовцев. Сулеймани спас нашего летчика. А Израиль, помните, что сделал? Когда подвел наш самолет под ПВО. Вы что думаете, это одно и то же, что ли, для нас? 20 офицеров погибло, высококвалифицированных. Иран нам все время помогает. Иран заказывает у нас модернизацию железных дорог, ядерную электростанцию. Мешает этому санкции только, исключительно американские. Нам ни в коем случае не надо быть дураками, следовать этому. Когда была война в Чечне, что роль Ирана и Турции была одинаковая? Что сейчас России надо встать четко на сторону Ирана? Так мы давно с ними вместе воюем в Сирии против террористов. Что значит встать? Мы с ними в одном строю давным-давно. И без них... Вот кто воюет на земле в Сирии? Хезболла, организованная иранцами, и дивизия спецназа сирийского «Тигра». Все. Остальная армия пока пребывает в такой гроде. А может быть, как раз позиция игрока, который умеет общаться со всеми, гораздо полезнее? Знаете, я даже не говорю про выгоду, я говорю полезнее. Не надо сидеть между двумя стульями, понимаете? Но вот только переговорщики могут заканчивать войны. Так кто ж против-то? Ну, понимаете, пока целый год вот переговоров, и Евросоюз посредничает, и все. Американцы силу только понимают. Больше ничего. Заметьте, дали им по носу все.